Ну, Василий Климович, вы, наверное, общались? Ага, вот Василий Климович, наверное, знаете, да, вот у нас уже давно работает Малая академия наук в Актюмсях. Ага, вот видишь, вот, руководитель. Ну, сейчас с этого года мы создаем региональный центр по выявлению и поддержке одаренных детей в нашей республике. Наша задача стоит, что вот из занимающихся дополнительным образованием всей республики мы должны вот 10% всего охватить таких детей, которые желающих, кто показывает хорошие результаты и так далее, и выявить, и как бы сопроводить, и как бы внести и подвести в целом систему Сириус. Ну, об этом, наверное, вы знаете. И тут строится красивейшие и современные здания, учебно-лабораторный корпус. Вот это Малая академия наук. В целом будем, заработает там лаборатории вот регионального центра. Современные оборудования будут стоять. И вот 1 сентября практически вот эти лаборатории будут готовы. И не только на базе Малой академии наук, но и в целом мы должны охватить весь спектр и по спорту, и по культуре, и искусству. И вот поэтому тоже вот в учреждениях Министерства культуры тоже будут стоять и открываться тоже лаборатории, и мини-театр, так, современнейший, и в Дохтуне тоже 2 кабинета, стрелковый тир, и будем застелить татами, которые дети занимались спортом и достигали высших достижений по спорту, и культуре, и искусству, и в целом по науке. Вот так, вот, поэтому тут на уровне от Российской Федерации, на уровне руководителя нашей республики проводится очень огромная работа для поддержки одаренных и талантливых детей нашей республики. Но есть и результаты неплохие. Вот видишь, вчера вот завершился всероссийский же по Волскипсу, мы попали в десятку лучших по Российской Федерации. Но это же большое достижение. И вот поэтому идет широкомасштабная такая работа. Так. 1 сентября скоро. Ребята, многие уже последний год у них будет в этой школе. Вот есть уже поступившие у нас. Уже? Да, уже поступившие. Куда поступили? Сюда, в СВП. СВП и по направлению? Химическое отделение. Химиками. Как это называлось? Ой, очень длинное название направления было. Ага. Полимерами заниматься. Ага. То есть материалы, которые Материалы. для Якутии. Ну, это здорово, Да. потому что есть выпускники, которые показывают очень хорошие результаты. И в прошлом году, по-моему, да, из 6, которые закончили с золотыми, красными дипломами, есть именно с этого факультета девочка, которая, она круглая отличница она была, сейчас она работает в лаборатории по своей специальности. Вот на таких выпускниках и на таких специалистах, надежда нашей республики огромная. И вот того же желаю, чтобы круглым, отличным, чтобы были. Ага. Теперь вы? Дарина. Ага. Какой класс? 10 закончила. 10 закончили? Да. Ага, тогда перешли в 11 класс. Ага. Куда вы хотите поступать? Я хочу поступить в ЦАРИФК, это институт физкультуры в Москве. Имени Ленина, который в Москве. По специализации какая будет у Я вас? думаю, тренер. Тренер. Ага, каким видом спорта занимаетесь? Все, что входит в рамки Олимпиады. Что нужно, Молодец. то буду. Молодец. Ага. Молодец. Вот поэтому в здоровом теле здоровый дух. Все верно. Понимаете? Ага. Человек должен быть развит всесторонне. Да. Вот так вот, молодец. Угу. Так, дальше. Я. Я 10 закончил, чуть впереди, но в Олимпиадах участвую именно по физике и математике. Угу. Точная наука получается. Ага. Угу. Ага, и перспективы свои как смотрите?
Ну, пока на самом деле я не знаю, но думаю, что я буду поступать в Питер. Питер. Ага. Ага. А выбрали вот учебное заведение, куда вы будете наступать? Возможно, ИКМО. ИКМО, Да. Ага. где программирование у нас высокоразвитое. Ага. в России. Хорошо. А вы знаете, вот там как бы обучаются же студенты с нашей республики или вашего учебного заведения? Ну, вообще там много наших. Мгм. Там из информационно-технологической лицея 5 детей учатся. Ну тогда, когда по прокуратуре, тогда Гринпис. да, ага. Система такая, ну действительно, потому что вот наши дети, вот когда показывают хороший результат, да, и бывает, что вот учебные заведения, как университеты и факультеты, именно вот приглашают, именно желают, действительно вот с хорошей подготовкой. И вот поэтому они тоже желают, что вот хорошие специалисты, что у них выходили. И как бы гордились потом своими выпускниками. И вот поэтому надо не... Ну, я уверен, что вы не подведете и действительно правильно будете поступать. Молодец. Георгина Тарская, очень спортивная фамилия. Георгина. Евгения, Я пожалуйста. закончила 9 класс, Ага. и вот поступление еще думаю, точно не определилась еще. Угу. А так вы сами чем занимаетесь? Вот какие успехи? Я вот, получается, участвую в Олимпиаде и еще волейболом занимаюсь. Волейболом? Я По физической культуре. Ага. Олимпиада по физической культуре? Да. Да, действительно, вот она давно проводится, и вот наш регион уже, конечно, давно участвует в этих олимпиадах. Это здорово. А вы себя вот в жизни как смотрите, вот кем вы станете? Думаю, либо в спортивном направлении, либо же хочу на экономиста, возможно. Угу. Или. Да, или. Ага. Так, а в части науки, как вы считаете, что вот наукой заниматься? Не пойдем, наверное. А? Это не мое. Ну, жизнь покажет. Да, Ага. да. Да, жизнь покажет. Ага. Данила Плотников, Ага. 11 класс, ИТЛ, информационно-технологический лицей, Мгм. тоже по физической культуре призер у нас. Ага. Вид какой? Я занимался 9 лет, получается, борьбой вольной. Волей борьбой? Конгресс. Угу. Ну и так тоже все могу. Все может быть. Ага. Вот сейчас вот проходит чемпионат России по боксу, и там тоже Нерюнгинская школа бокса, тоже вот результатом участвует один наш земляк. Ага, они с тренером в Кузбассе сейчас находятся они. Вот поэтому я тоже слежу за результатами, да, вот они неплохой результат пока показывают. Ну, пока рано судить, но, конечно, вот наши боксеры хороший результат показывают. Вот, Нерюнгинская школа, конечно, спортивная школа, ну, конечно, очень хорошие результаты дает. Ну, по всем видам спорта. Да. Ага, вот, молодцы. Вот уже Давайте. это Валерия у нас Матросова, она по русскому языку, литературе, да, призер. Мгм. Очень большой у нас прорыв такой. Всегда трудно. Ну, но язык это же хорошо, Это литература. Ага. Но Очень сложно. если по итогам ЕГЭ судить, у нас вот хорошие результаты в этом году именно по литературе, у нас вот по республике. Но это значит по литературе и языкам у нас вот преподаватели, учителя довольно-таки хорошо готовят и работают. И есть система. Есть, да. Так, тогда вот вы, когда по гуманитарной линии, когда себя видите в перспективе, Да, как бы профессию, да. Ну, и я интересуюсь медиакоммуникацией. медиакоммуникацией, Да. это здорово, журналистика, но это тоже серьезно. Ага, тем более там журналистика, это самые лучшие же поступают. Вот так вот, поэтому это очень серьезно, потому что учитель еще как-то не то, а так журналистика, ну это, конечно, тут надо баллы иметь хорошие. Ага. Но я уверен, что вот так и будет. Хорошо. Захара Парфонов, да, географией интересуется. Так, какая школа сказали?
ПТЛ. лицей в городе Якутска, хорошая школа. Ага. Тогда вот по географии, это как бы ваше направление. Ага. Так, Уже 10 класс пришли, да? Да, 9. 9 закончили и 10 перешли. А ваша мечта вот какая? Вот в 10 классе, вот учебный год начинается через 2 дня, 1 сентября. И за этот учебный год, что вы хотите достичь, или в каких-то олимпиадах участвовать, или в каких-то научных форумах? И план есть такой? Такого прям плана себе нет, но хотелось бы на Всероссийской олимпиаде. О, молодец. В этом. Ага, но главная цель есть, цель поставлена, и все вот будет исполнено. Так? Да, вот поэтому заранее надо готовиться, что цель есть, все, стать призером Всероссийской олимпиады. Молодец. Ага. Хорошо. Ну вот, как видите, у нас много спортсменов, это хорошо, Да. потому что у нас же почти что как ламбичан, да, так сказать, предпочтение такое, что мы очень любим спорт, наша республика, да, так сказать, и всегда многие хорошие люди у нас в республике начинали со спорта. Можно вспомнить, что многие Алкивиада Исидович, Иванова, знаменитого человека, он был, значит, знаменитым борцом. Да, И доктор очень медицинских мирового уровня. Да, И доктор стал доктором медицинских медицинских, наук. профессора. Да, Очень профессор. много людей спас, ну, как хирург, Да, выдающийся человек. выдающийся человек. Да, вот таких примеров у нас много. Очень много. Да, которые стали учеными и прочее. Ага. Ну, обычно спортсмены всегда много энергии, поэтому хорошо могут добиться своих целей. Ага. Ну, спорт это как бы творчество. Творчество, да? Да, вот если вот, поэтому я недаром спросил, потому что вы не хотите заниматься, ну, как бы наукой. Ну, это как бы наука, это как бы тут кропотливый труд, где очень много надо знать, заниматься. Для спортсмена это присуще, потому что тут спортсменов дисциплина, характер, упорство, желание победить. Если вот спортсмен, как бы, ну, как вот правильно, как бы пример привели, да, вот Алкивиада Исидоровича, он действительно очень хорошо большой спортсмен, он борец, сборник, и он достиг очень высоких результатов именно по медицинской науке. Да, медицинской науке он много сделал. И вот так, поэтому, может, у вас тоже выйдет такие большие, такие ученые по каким-то отраслям, направлениям. Вот так. Вот. Спросили вот, Василия Климовича, вас это, вы чем занимались, с какого года занимались там с наукой и так далее? Вопрос такой задали вам? Ага, Василий Климович тогда с малых лет, тогда вот отдаленном таком сельской школе, он сам как бы нашел как бы по журналу МГУ и занимался у таких видных профессоров. Понимаете, там интернета и телефона и такого-то не было же. И вот, понимаете, только по переписке выписывал журналы, из журнала выписку, о том, что есть такой университет, есть такой факультет, есть такие люди, которые проводят как бы олимпиаду, да, и по почте и переписывался, и с тех пор вот как бы ознакомился с наукой. И вот видите, вот стал сейчас вот Василий Климович. Помогал соседям, да, кстати, рубил, как говорится, получается, вот видишь, что делает, да, кстати, у нас поление и прочее, да, кстати, собирается все это, да, и за это какие-то копейки давали. Я там ходил там везде, колол трава, да, кстати, собирал деньги. А на эти деньги я, значит, подписывался в журналы разные. Типа «Квант», «Наука и жизнь», «Химия, жизнь», да, «Знание, сила», да, «В мире науки». Я был единственным подписчиком журнала «В мире науки» за Уралом. И получил за это письмо такое, да, от кафедры профессора Капицы. Поздравлял меня с этим достижением, как бы, да, получается. Василий Климович, тогда с какого класса начали
Я уже давно, я, получается, с 5 класса. Да, вот, это ранее Пятый как раз. класс очень, да. Но спортом тоже много занимался, да. Кстати, у меня сам был дзюдо, я же потом тренером. У меня же еще тренерская профессия же по дзюдо. И постоянно был капитаном, получается, начальником команды здесь и прочее, руководителем федерации дзюдо. А темы вашей работы-то дети знают? Вы рассказали? Про такие темы нет. Мне вот, да, вот расскажите, это очень интересно же будет детям. Тем более вот по химии. Ну вот когда я, например, в Англии был, да, И по биологии. значит, я, кроме науки, да, кстати, каждый вечер там проводил, значит, секцию по дзюдо для студентов, потом школьников. Это целая тема, да, кстати, собирал команду, тренировал их, потом, значит, ездили очень часто. Ну, вы знаете, спортсмены любят ездить за границам, да, или куда-то на всякие соревнования. Суббота, воскресенье всегда соревнования. То есть мы такие великие путешественники, да, от этого вообще приходим в страшный восторг. Да, но и одновременно этим спортом уже очень человека дисциплинирует. Каждое время там должно быть четко и очень эффективно использовано. Вот, что касается тайм-менеджмента. Да. Ага. А тема, связанная с мамонтами же. Тема, связанная с мамонтами, была, что я вот, занимался тем, что выделял ДНК, получается, да, изучал все это. Как раз занимался ПЦР-тестами, да, ну, первый раз, вот, когда появилось, да, и я изобрел такие темы, которые называются использование таких праймеров, высоченными 10 базами, это использование так называемых рандомных методов, да, для того, чтобы получить там гены, да, определенные. Ну, вот это исследование, которое было очень интересно, лет 20 назад, скажем так, 30 назад почти, что, да, сказать, но оно дало очень хороший результат. Как бы в поле военное противостояние. Вот, теперь вот подключились. Питьевая вода, леса, плодородные земли. Дальше уже людей даст все вместе. С одной стороны. А с другой стороны, это есть единственный путь. Тогда надо просто воевать. Там у нас что-то швейцарский год был. И что сегодня происходит? Посмотрите, Ирак, Ливия, Афганистан, самый страшный вариант. А второй вариант – это создание принципиально новой техносферы. Она называется природоподобная техносфера, по-английски nature life техносфера. Так вот, она состоит в том, что мы технологии, которые сегодня антагонистичны природе и разрушают и загрязняют, и они будут ее естественной частью вернуться в естественный ресурс оборота в миллиарды лет. Но почему так подробно об этом сказал? Только вы должны понять, что вот как происходило в Израиле. Сначала была тяжелая промышленность, и у вас была металлургия, у вас там доля интеллектуального труда не утра. Была всего лишь 5%. Все остальное это была цена материалов и энергии. Дальше мы перешли к сегодняшнему уровню. Это не траектория, там труд. Не траектория, у вас доля то есть вещество стало меньше затрат ресурсов и переход к природоподобным технологиям, доля неукра, то есть интеллекта, будет 90%. То есть продукт вот того, той техносферы, в которой мы с вами уже начинаем жить, будет практически сублимация научного знания. Это означает, что для того, чтобы создавать эту техносферу, нужны умные, креативные, талантливые люди, созидатели. Людей творчеств, если вот когда поговорим, нужно получать по один королев, еще какое-то количество людей вокруг междисциплинарных и творческих. А сегодня этих людей надо значительно больше. И более того, жить в таком технологически насыщенном, высокоинтеллектуальном обществе требует от него рядовых членов совершенно другого уровня подготовки. Даже если вы не станете созидателями этой новой жизни, но вы будете ее потребителями. От того, какими вы будете потребителями, зависит то, как вы учились, как вы талантливы и что вы хотите достичь. И последнее, что я хочу сказать, вот Сергей Сергеевич начал разговор о том, что наша задача выявить талантливых людей, создать уникальный по его прямому решению, по его прямому участию, создал уникальную систему фонд «Талант и успех» в Сочи, который возглавляет Юрий Владимирович Шмелев, который выявляет у
всей стране, из всех там практически 50 субъектов, собирает их там и готовят до самых разных направлений, там искусство, спорт, культура, шахматы, наука. Наша с вами задача сейчас создать вот такую линию, в которой бы выявленные таланты могла бы здесь взять, сопровождать и вести их теперь от момента выявления до рабочего места. Потому что сегодня происходит в мире, я вам скажу последнее, вот смотрите, что происходит. Все, рынки все поделены. И они все конечны. Рынок вооружений конечен. Больше не вооружений никто не будет. Нет, вы сколько добавляете, рынок весь поделен. Если вы добудете больше нефти, вы не можете этот резко увеличить. Если вы увеличите, то цены. Никто не будет покупать. Потому что рынки все поделены. Единственный рынок безграничный – это рынок интеллекта, ума. Это то, что есть в головах у творческих людей, и чего нет в журнале. 30 лет назад никто не слышал про а сегодня он перевернул мир. Так вот вопрос, наш сегодняшний творческий, главной целью ставить следующее: создать для талантливых, любознательных людей возможность реализоваться и найти себя в своей родной стране, которая всегда была величайшей научной успехом. Значит, у нас действительно год науки, много ребят, которые вы видели, у нас присутствуют в различных технических олимпиадах. У нас ребята есть и видели в творческих направлениях, в художественном направлении, в спорте, поэтому открытый микрофон, я думаю, что наоборот спросим какие-то вопросы, какие предложения, давайте мы перейти к обсуждению, ребят нас послушают, нам очень вот, именно важны ваши предложения, ваши ощущения, как вы видите эту работу. Сергей Сергеевич, Валентин, спасибо вам большое за такую мотивацию, так скажем. Да? И я думаю, что ребята на самом деле уже думают о своих вопросах, но мы дадим им немножко времени обдумать эту историю. И предлагаю посмотреть небольшой видеоролик, потому что уже сегодня, по сегодняшний день, в нашей стране создана большая платформа для того, чтобы выявлять молодых и талантливых ребят. Давайте посмотрим небольшой ролик, а дальше продолжим. Именно образование и наука, как научные приоритеты, сегодня стали не просто важными, а в значительной степени решающими, ключевыми факторами на создание безопасности, качества жизни людей. Не случайно, что все ведущие страны мира определяли науку одним из стратегических приоритетов. Динамика глобальных перемен нарастает глобального процесса. Пандемия стала не только испытанием для человечества, но и ускорила повсеместное внедрение переменных работ во всех сферах жизни. История нашей страны неразрывно связана с наукой. Россия подарила миру таких ученых, как Ломоносов, Менделеев, Ковалевский, Павлов, Сосковский, Вернадский, Курчатов и многие другие. Эти люди сделали бесчисленное количество открытий, научили лечить болезни, проникли в тайны космоса и мирными оправили человека. Блестящие ученые прошлого продолжают наши изменения. Возможность начать свой путь в науке в самом юном возрасте сегодня есть у каждого школы. Во всей стране ежегодно открывается все больше образовательных центров с современным технологическим оборудованием и сильными педагогами, где можно научиться самым передовым навыкам и начать свой профессиональный путь. Созданы продолжают развиваться инфраструктура для развития талантов как в области спорта, так и в сфере искусства. Образовательный процесс непрерывно сопровождает формирование реального сектора, технологические лидеры в своей отрасли. Благодаря развивающейся инфраструктуре, которая становится доступнее в каждом регионе,
вкладе государственных корпораций и бизнеса и, конечно, четко работать с составом, дети могут делать свои первые открытия уже сегодня и приобрести в любую область. Учитесь, познавайтесь, бросайте вызов интересов. Для вас открыты все. Как мы видим в видео, что действительно наставник очень важен в жизни как молодого ученого, так и, конечно, школьника. В школе зачастую наставником является ваши преподаватели, ваши учителя. И сегодня с нами на связи Михаил Николаевич Гуров, учитель математики, победитель конкурса «Учитель года 2002», который работает в Ростове-на-Дону. Михаил Николаевич подключился к нам дистанционно, и мы просим вас, поделитесь, пожалуйста, с нами опытом, как вы воспитываете эту талантливую молодежь, будущих ученых. Да, Ирина, у нас есть микрофон. Давайте. Свободный открытый микрофон. Нет, это не он. Свободный открытый микрофон. Ребята, поднимайте руку и спокойно. Вы такие добрые, веселые, не боящиеся. Ну, смотрите, улыбаетесь. Да, пожалуйста. У нас вопрос. Есть вопрос? Супер. Саня, вот что вы хотите спросить и Михаила Николаевича, и Михаила Евгеньевича, без телефона, без ничего, вот что на душе? Хорошо. Здравствуйте. Гуспина Анжелика. Серебряный медаль Европейской физической олимпиады. Вот. Современный мир начинает диктовать новые правила, цифровизация, раннее взросление, обширный доступ к информации. И огромная система не поспевает за этими процессами. Какие сейчас есть возможности школьнику пройти, может быть, какую-то практику в ведущих российских компаниях, как ему, какие имеет возможности начать предпринимательскую деятельность, возможно, под руководством какого-то наставника, вот, и поработать над реальным проектом? Хороший вопрос. А сколько вам лет? Мне 18. Приятно. Ну, вы знаете, в свое время, когда мы учились, у нас была такая задача: вот закончить школу, закончить институт, потом пойти в аспирантуру и уже, значит, работать после фактически учебы. Сегодня время меняется, и действительно мы видим востребованность у молодых людей уже с раннего, более раннего возраста на практику какие-то организовать свои, может быть, небольшие стартапы, и затем их уже реализовывать. Вот мы тоже с Михаилом обсуждали с коллегами из других компаний, у нас же есть прекрасные компании, Ростех, Росатом, значит, Роскосмос, и там очень ждут вас. Поэтому мы как раз и помимо той профориентационной работы, которую ведут компании, мы хотим попробовать, чтобы вы действительно уже могли прийти на эти компании, и чтобы у вас были действительно наставники, и когда вы учитесь в институте, вы уже могли посещать в том числе и те предприятия, где вы могли потом работать. С одной стороны, это вам позволило бы понять, вообще это ваше или не ваше. С другой стороны, вы бы могли уже как-то себя проявить. Вот, поэтому мы как раз такую систему сегодня создаем, и я думаю, что мы ее в ближайшее время вместе с Михаилом Евгеньевичем предложим, и вас дадим такую вам возможность поработать в компаниях, когда вы
добавлять, я просто на одну деталь обращу ваше внимание. Дело заключается в том, что система – это очень важная вещь, чтобы она дала возможность людям системно двигаться в одном направлении. Но на самом деле такие вопросы существуют всегда. Вот у нас есть, в Москве это школы в Пскове, в Петербурге, теперь это в Крыму и в Севастополе, часто будет в Туле. Вот часто, во-первых, дает возможность как бы новый тип образования, такое конвергентное, более углубленное междисциплинарное. Но главное, что дети с самого начала привязаны к тому как бы базовому вузу, материнскому, не вузу, а организации, компании, о чем говорит Сергей Сергеевич. Дело в том, что эти дети, которые фактически находятся в сфере детского института, имеют свободный доступ. И дальше, если вы проявляете, знаете, как вот у вас здесь сидит новый люди. Вот мы сидим, Сергей Сергеевич, на вас смотрим, как вы все милые, понятные, образованные, звездочки, как назвал вас министр. Но вопрос в том, что вы звездочки вы или нет, вот администрация, что я не верю. Но мне же надо увидеть, как бы, чтобы от вас свет этой звезды исходил. Понимаете, поэтому вот есть система, в которой крутится большое количество людей, а дальше мы видим, если вы активны, если вы что-то хотите, нужны мотивированные люди. А тогда нет вопроса. А если вы просто задаете вопрос, тихо сидите, ну так и сидите. Мотивация должна быть, знаете, вот существенная вещь, это главное. Если вы мотивированы, значит, у вас все будет в порядке сразу. Значит, то есть система, о которой мы говорим, просто система, о которой Сергей Сергеевич сказал, все мотивируют в этой линии, даже те, кто думает, но слабо мотивирован. А вы из Москвы, из какого города? А сейчас поступили в ВУЗ, да? Я просто московский ВУЗ или? Какой? Я вот просто к чему, может быть, мы попросим, в этом случае, там, ваших коллег, как раз своих, чтобы Анжела здесь чуть-чуть попрактиковалась, и как раз вот посмотрите, насколько, значит, интересно, важно. Да, давайте вот мы так и решим. Да. Спасибо. Пожалуйста, еще вопрос. Спасибо. А может быть? Да, давай садимся. Хорошо. Хорошо. Отсюда. Давайте. Здравствуйте, я Мишина Софья. Я ученица Курчатовской школы, и недавно я поступила в медицинский класс. Мой вопрос заключается в профильных классах. И до этого я училась в других школах, в которых такая программа, как медицинские классы в московских школах, отсутствовала. Планируете ли вы распространять программу профильных классов по другим областям? Так, как, допустим, Краснодарский край, в котором я училась, и данного распределения на профильные классы не было.